Я несколько раз отвечал, не раз на этот вопрос, достигнута ли цель революции. О какой революции вы говорите? Революция ли была вообще, да? Да, Что это революция, революция это в классическом понимании слова, это тогда, когда из одной формации переходит в другую формацию. Кыргызстан где был, там и остался. Даже Продолжается. Имеется в виду чисто социально-экономическая формация. Что касается экономического положения, да, я согласен с Уланом, мы намного-намного назад ушли. Наши отношения с стратегическими партнерами, они испортились до невозможного. Авторитет на международной арене нашего государства, она изо дня в день падает. Доверие со стороны наших экономических партнеров, скажем так, зарубежных, она падает. Инвестиционная политика напрочь забыта. Мы до сих пор еще не вернулись в конституционное поле. Хотя как бы ни говорили, что вот Конституция работает. Конституция-то работает, но живем-то по-старому, по понятиям живем. Утымбаева иногда открыто, нагло, нарушая Конституцию, принимает какие-то там решения. И что происходит? Конечно, плачевные вещи происходят. Провозгласив о том, что Кыргызстан будет парламентским государством, они поделили. Наши старания, наши усилия направлены на единение народа Кыргызстана, а старания нынешней власти – это разделение. Коалиционное так называемое правительство, значит, каждое министерство они поделили между тремя партиями. Регионы поделили. По областям, по районам поделили. И скоропалительное решение принимает, быстренько надо собраться на внеочередную сессию, чрезвычайную, можно говорить так, и быстро надо было поменять состав наблюдательного совета по отбору судей. Для чего это делается? Ну, потому что уже на носу выборы. Нужны свои люди. Будут суды, Нужны конечно, свои люди, да. Вот этих вот ненужных просто убрать и своих посадить, чтобы они клятвенно заверяли. Любые судебные какие-то там разбирательства решались в пользу той или иной партии. И плачевно, конечно, это позор. Судебная ветвь власти – это отдельная ветвь власти. Извините.